Начали. Геннадий Васильевич Козлов. 16 июля 1962 года пришел в этот мир под проливным дождем в телеге. Матушка меня не довезла до роддома в райцентр. Деревня Подлесная Янтиковского района. Родился я в многодетной семье, я 7-й ребенок в доме. У меня было 4 брата и 2 сестры. К сожалению, один брат ушел в мир иной. В простой крестьянской семье, как бы это ни звучало, но, наверное, даже патриархальная семья, потому что каждый в этой семье знал свое место. Это звучит удивительно, но так оно и есть. Мама была настоящая мама. Она была набожная женщина. Вот. Она даже когда брала в колхозе мешки из-под зерна, на дом работу брала, она латала мешки, заплатки ставила. И я вот помню такие воспоминания, очень живые воспоминания из детства. Отец читает книгу, вот сидит после работы, читает книгу за столом, Эмерзаки Сарлага, это я помню. Вот. Матушка, напивая что-то себе под нос, ставила заплатки на мешки. Вот эта сцена, она даже вот сейчас я понимаю, что это абсолютно идиллическая сцена, потому что такого больше никогда не будет. Потому что все, что они делали с любовью. Они верили в какую-то высшую значимость того, что они делают. Не просто вот мешок заплатки ставит. Она делала полезное и то, что ей это нравилось. Ведь в колхозе, как известно, не получали денег живых. Это были трудодни, палочки, за которые в конце года давали зерно, там пай какой-то, соломы. Вот. А денег живых по сути не было. Но они работали с утра до ночи. У нас было 7 детей, и у каждого ребенка была своя задача. Там мама, уходя на работу, говорила: вот, Виталик, ты наберешь вот этот бачок воды, Гена, ты, значит, подметешь двор, и надо тебе 3 охапки сена набрать, травы. То есть каждый знал свое дело. И потом могли гулять до полуночи, там, допустим, бегать с детишками, играть с соседскими мальчишками. Папа был язычник. Вот сейчас я понимаю, что он, более того, он даже как-то вот соприкасался с такими силами, о которых в православии и христианстве вообще говорить не принято. Наш дом вообще стоит на месте странном, на мистическом месте. Это я говорю абсолютно ответственно, потому что к нам приезжала женщина-ведунья, которая понимает в этих вещах толк. Она говорит: матушки мои, как вы здесь живете? В хорошем смысле этого слова, потому что там очень мощный поток энергии из земли исходит. Но я помню себя в детстве, я боялся в этом доме. Я даже до сих пор в родительском доме не очень комфортно себя чувствую, потому что я испытываю присутствие чего-то большего, что я способен воспринять, увидеть, понять. Я вот помню еще, отец нас, детей, водил в баню, и когда он парился и говорил: вот мы сидим на подловке, и папа говорил: все, ко мне пришли, он выходил в предбанник. И мы понимали, что никто из детей не имеет права выйти в предбанник, потому что к отцу пришли. Кто пришел? Зачем пришел? Мы не знали. Но пришли. Ну, для нас пришли, значит, это значит, отец будет занят. А в физическом теле никто не приходил к отцу. Кто приходил, мы не знаем. Вот только сейчас, уже в возрасте 56 лет, когда я соприкоснулся с некими силами, с которыми отец в свое время общался вплотную, я понимаю, кто к нему приходил. Он не верил в Бога. То есть вот в Бога вот в таком христианском понимании. Там, он не читал молитв. Он даже крест нательный повесил лишь
после того, когда узнал о своем, ну, он не знал о своем диагнозе, но он знал, что он очень серьезно заболел. Вот. Так я понимаю, что он повесил-то крест нательный, потому что где-то предполагал, что это, может быть, как-то ему поможет в иных мирах. Вот. Один раз всего лишь. Отец у нас вообще детей к себе очень близко не подпускал. Не потому, что он был там злой, такой чуждый нам, нет. Я сейчас понимаю, что он нас тем самым оберегал от слишком раннего соприкосновения с теми силами, с которыми он общался. Вообще он был очень сильный язычник. Я так сейчас понимаю, что он где-то был даже, наверное, шаманом. Но это я понимаю только сейчас. В детстве я этого не понимал. Всю жизнь отец проходил в робе. Он был трактористом, в грязной робе. И вся жизнь у него была посвящена этой работе. На бульдозере, на комбайне, на тракторе. Вот всю жизнь с техникой было в колхозе связанные работы. И вот так вот иногда с братом мы с Виталиком, когда сидим в бане, вот сейчас я приезжаю на родину, и вот думаю, господи, у отца-то ведь кроме работы ничего больше, кроме работы и семьи больше ничего не было в жизни. Так вот, в принципе, я понимаю, почему он такой был суровый, почему он нас к себе не подпускал. Я сейчас его понимаю, потому что потенциально он был настолько мощным человеком. Он был настолько сильным, энергетически, он был мудрым даже очень по-своему. Но его деревню воспринимали как тракториста Вася. Балагура, гармониста, который не дурак выпить горькую, там на гармошке сыграть, там повеселиться. А так о серьезных вещах с ним никто не говорил. А ему было что сказать. Я сейчас понимаю. И вот я помню, когда у нас племянник Володя, реставратор, женился, приехал Володя, брат из Ярославля, ну, он ныне очень такой умудренный академик, профессор в области психологии, трансперсональной психологии. И вот он в единственный раз позволил нам с братом Володей вот так вот очень близко рядом быть, и мы с ним долго гуляли, часа два по улице Молодежной Вянтикова. Говорили, я помню, о каких-то простых вещах, очень простых вещах о земной жизни, о предназначении человека, просто в какой-то простых формулировках. Ничего мудреного такого не было, не говорилось о каких-то великих задачах, о миссии человека в этом, ни о чем. Об этом не говорилось, но он говорил какие-то простые вещи, ну такие понятные. Ну, в общем, вот это был единственный случай, когда он нас к себе подпустил. 2 мая, в день его кончины, мы были в Ярославле, я во сне увидел, как он уходит в мир иной. Вот. И даже когда я проснулся, я сказал, что вот, наверное, что-то дома случилось. Сон был очень явный. Ну, давно посмеялись, потому что Гендос, ты мистик. Вот. Но на самом деле, когда мы приехали к брату в Ярославль, позвонили из деревни, что вот отец скончался, ушел. Вот. Но отец, так, в общем-то, отец был из чувашской семьи. Дед Григорий очень был мастеровитый, он был первым председателем машино-тракторной станции деревенской. У нас в деревне, в нашем доме, была динамо-машина. Вот свет у нас был, переменный ток у нас в доме был. Вот. Дед был шикарным скорняком тоже. Но деда я, конечно, не застал, на 53-м умер. Но когда я пришел после армии, у меня было такое странное желание перед поступлением в институт прийти к нему на могилу. Я ходил ровно в 12, чтобы я открывал калитку деревенского кладбища, старого деревенского кладбища. И вот приходил я к нему на могилу и садился, и вот мы с ним общались. Мы с ним действительно общались. Я задавал вопросы, я получал на свои вопросы ответы. Говорят, мой дед был очень славным человеком, очень добрым, очень славным человеком. Очень добрым. Вот даже сестра Валя рассказывает, когда, говорит, в маленьком доме, который там был, вместо нашего дома, дом построили в 61 году, вот за год до моего появления в этот мир.
И вот в старом доме Валя, сестра моя старшая, она говорит, разбила стекло. Ну, мы понимаем, что стекло в то время это же громадная ценность. И дед Григорий даже его не отшлепал. Он говорит, просто ай-яй-яй, так вот пожурил. А Валя говорит, я говорит, до сих пор помню вот этот жест. Ай-яй-яй. Не ругал, не отшлепал. Просто ай-яй-яй, вот это ай-яй-яй, говорит, я по сей день помню, это сестра рассказывает. Вот. Бабушка Прасковья. Вот, и говорят, что мой дед говорит, вот если бы бабушка Прасковья в то время курила цигарку. В деревне курить цигарку женщине это же нонсенс был. Пила горькую и курила цигарку. Вот. Но она была интересная женщина, но я тоже про нее очень мало знаю, вот, к сожалению. Но про деда, вот, и дед, говорит, в свое время говорил, ох, если бы у меня Прасковья-то не была такой недомовитой женщиной, наверное, мы бы жили в хоромах. Вот. Ну, это вот так вот легенда. Вот, один из моих прадедов, ну, родственников или братьев моего прадеда Флегонта был Карачем. Ну, наверное, в переводе Герасим, ушкуйник был. Вот. У нас же были эти крестьяне ясачные, ну, платили оброк, а он не платил ясак. У него был дом в деревне. Вот. В Бузаево, Алибаш, в нашей деревне у него был дом стоял, земельный надел, но он налог не платил. Он, говорят, грабил обозы. Ну, хулиган был. Вот. А Флеген был добропорядочный прадед. Вот. У него было 2 жены, обе Марии. Вот. И было очень много детей. Ну, дед Григорий один из них. Ну, мне Вертмакова Галина Васильевна, спасибо ей огромное. Она всю мою родословную до 7-го колена она мне восстановила. Вот, до 1726 года все у меня есть. Вот, но я их, к сожалению, не знаю. Звали Иван, Яков. Но там проблема существует такая. Мы же были не крещеные чуваши. И имена у нас были как у чукчей. Вот, у нас, кстати, с чукчами очень много общего. Вот. И когда нас покрестили, им дали имена там Иван, Яков, то есть христианские имена, которые вообще в сути не отражали. И вот именно вот момент крещения, я так боюсь, что вот многие вещи просто потерялись. Наверняка там у меня еще более древние корни были, тоже очень интересные. Ну, это что касается отцовской линии. Ну, там идет такая четкая, понятная чувашская линия. А вот по матушкиной линии там тоже у меня очень много интересного. Бабушка Ирина была очень такая красивая женщина. Я никак не мог понять, в детстве до армии она меня учила татарским песням. Она свободно разговаривала на татарском, она мне учила даже, я помню даже какие-то песни, там даже до сих пор помню Яндас Эдасам Багар, и что-то такое, ну, что-то я помню. Что это значит, я не знаю, конечно, но я понимаю, что где-то вот эта татарская кровь, она во мне сидит достаточно плотно, потому что бабушка была наполовину татарка, Ирина. Вот, и когда я уходил в армию в 80-м году, бабушка Ирина меня проводила до вот перекрестка Сандербродки, мы его деревню называем, и так вот всплакнула, и говорит, ну что, сынок, навеки прощаемся с тобой. Да ладно, бабушка, на свадьбе моей попляшь. Нет, говорит, сынок, все, прощай. И вот она меня с этим благословила, отправила в армию. Ну, она умерла в мае 82-го года, на похороны меня не отпустили, я был в Германии, служил. Вот. Но ну, там много интересного тоже было связано с ней. Вот, когда мы после армии поехали на кладбище, где бабушка похоронена, и ехали брат старший на Тулице с супругой, с Галкой, а я один на электронный мотоцикл. И вот через какую-то деревню проезжаем. То ли я... Ну, принято же у нас у чувашей, будучи на кладбище, когда поминаешь, конфетку, пряники. Видимо, я этого не сделал. Ну, может, по незнанию. Вот. Ну, может, просто там посидели, поговорили, а надо было вот все-таки пиво, там, конфеты. А на халву у нас очень любила, шоколадное масло, бабуля. Видимо, это мы не сделали. И вот когда мы едем обратно в деревню, не помню, как называется, не Ахпердин,
Хапердина, по-моему. Там длинный деревянный мост такой. Там метров, наверное, 12 до глубины оврага. И вот едем, брат спокойно проехал так. И вот еду, я за ним тоже ровно еду. И вдруг ни с того ни с сего у меня моторейлер начинает прыгать. Так вот, переднее колесо начинает прыгать. Я так чувствую вот эти прыжки уже к концу, то есть к краю моста. Господи. Сразу первый пришло в бабушка прости. И вот мотоцикл, мотороллер встал у меня, и я, слава богу, не рухнул с моста. Вот, и тогда вот у меня такая мысль, думаю, надо же, это все очень все сильно взаимосвязано. То есть это вот мир живых и мертвых, это все очень тесно, очень рядом. Просто у нас же у чувашей, когда хоронят, говорят, мы к вам придем, вы к нам не приходите. Вот, когда с кладбища уходишь, в чувашском говорят, мы к вам придем, а вы к нам не приходите. Вот, и на самом-то деле это очень все близко. Я, например, будучи в мастерской Николая Васильевича Овчинникова, я очень плотно материально его чувствую, скажем так, до физических ощущений. У меня даже есть, так я вот заметил, я когда пишу, у меня появляется жест Николая Васильевича. У Николая Васильевича жест был левую руку закидывать за плечо, вот так вот я написал. Вот в какой-то момент я смотрю, у меня левая рука за спиной. Это жест Николая Васильевича. Вот. То есть мир ушедших, то есть вот бестелесных существ, он очень близко, и они воздействуют на нашу земную жизнь. Игнорировать их нельзя ни в коем случае. Вот. Наверное, не стоит их очень близко пускать в свой мир, но то, что вот они существуют там на грани видимого, за гранью видимого, это так есть. Вот. Ну а что касается прабабушка у меня по материнской линии была из деревни Хуйца. Это вот рядом с Чуваш-Чутеевой деревней есть татарская деревня. Вот, мой дед Василий взял ее в жены. Это была вторая жена. Нет, первая жена была. Первая, вторая была жена. Я ее видел даже, она в Тюмерево жила. Это была первая жена, татарка. Вот, и она была ведунья. То есть знахарка, ведунья. И к ней, говорится, всего района в Тюмерево приезжали. Ну, она излечивала людей. Вот, наверное, все-таки что-то вот это в наших родственниках, это где-то все равно существует. То есть вот какие-то зачатки каких-то способностей, наверное. Ну, даже не способностей. Но если даже верить хиромантии, вот у меня на правой руке линия через всю ладошку. Это по канонам хиромантии, ну, по знаниям, которые хиромантия обозначает, это безграничные возможности. Ну, они, конечно, имеют земные границы, но при этом тотальный запрет, потому что эта линия выходит через край ладошки. То есть до определенного времени мне запрещено пользоваться этими потенциальными своими возможностями. А я их чувствую. Присутствие этих возможностей внутри себя я чувствую. И в то же время я понимаю, что что-то вот тут табу, запрещено. Я вот это слово табу, запрет впервые в жизни вот в состоянии полудремы, то есть такое пограничное состояние между сном и бодрствованием, когда ты слышишь, видишь то, что за пределами материального мира. На непокойный художник Юра Романов, мы жили на одном этаже в общежитии в 5-м пединституте. И вот однажды он купил двухтомник по хиромантии. Вот, ну, мне было же интересно, все новое, оно интересно. Я взял у него первый том, попросил, говорю, дай почитать. Ну, возьми. И как-то странно пришел к себе в комнату, сел читать, сел в кресло читать, и меня тут же срубило. Вот так не бывает. Вот я сел читать, и меня тут же срубило, и такой голос. Никогда не занимайся хиромантией. Четкий голос. Никогда не занимайся хиромантией. Все. Я закрыл этот том, отнес Юрий. С тех пор никогда. Единственное, меня вот эта линия навсегда интересовала. Что это значит? Ну, я вот в интернете вот, значение вот этой линии узнал, потому что очень редко встречается вот такая линия через ладошку. Вот. Ну, я понимаю, что в каждом человеке есть потенциальные возможности, но не каждому человеку дано их раскрыть.
Вот я бы хотел, чтобы, в общем-то, мои потенциальные возможности, они не просто в таком плотном материальном мире раскрылись, но вот пока в моем теле этот дух пребывает, я бы хотел все-таки иметь возможность пользоваться этими дарами, чтобы быть полезным в плане светлой энергии. Потому что на Земле всегда такое шаткое равновесие добра и зла. Ну, как вот нет абсолютно злых и абсолютно добрых людей. Все где-то в каких-то пропорциях. Вот. Ну, вот эта дуальность мышления, она нам абсолютно понятна. Вот есть свет, есть тень, есть добро, есть зло, есть любовь, есть ненависть. Но они суть одного явления. В основе-то единое начало. Вот. Нам просто для восприятия мира, для правильного пребывания в этом плотном материальном мире вот даются вот эти понятия. Потому что вот ребенок, и он не успел прийти в этот мир, такой ему уже уготован рецепт счастья. Не суй палец в розетку, будешь здоров. Не ешь сосульки, не заболеешь. Ну так ведь каждый ребенок пытается палец в розетку сунуть и ест сосульки. Хотя рецепт счастья он уготован. Делай то. Кстати, в эпоху социалистической страны нашего Советского Союза очень много позитивного было. Ведь мы понимали, в школе хорошо себя ведешь, станешь октябренком. Из октябренка в комсомол. Из комсомола в институт, если ты неплохо учишься. Институт закончил, тебе государство обеспечивает стабильной работой, квартирой. То есть у тебя была надежда на такое вот нормальное существование. Мы, конечно, не шиковали, но такое обеспеченное состояние все-таки в Советском Союзе было. И была равность. Как бы равенство такое было в плане, такая всеобщая трудовая занятость, не было безработных, так вот, то есть социалистический строй, на мой взгляд, это очень хорошее начало, вообще хорошее социальное устройство общества, но там все-таки, на мой взгляд, должны были быть немножечко другие механизмы, вот как бы швейцарский социализм, там в прибалтийских странах, то есть вот этих скандинавских странах, они взяли социальное обустройство, то есть такое равновесие, образование. То есть вот на эти темы особо говорить не хочется, но тем не менее вот то время, в котором мы сейчас живем, к нему тоже очень много вопросов, к этому времени. Вот с 2003 года я возглавляю художественный музей. Ведь за эти 15 лет прошло очень много интересных моментов. Скоро будет 100 лет чувашской автономии, в 2020 году. Ведь мы прекрасно понимаем, что изобразительного искусства как такового в Чувашии не было. Было народное искусство, было ткачество, гончарное искусство, была резьба по дереву. Но изобразительное искусство – это явление послереволюционное. Вот за эти 100 лет ведь громадный скачок был сделан. Вот мы же видим на выставках, зональных выставках «Большая Волга», какие роскошные произведения выставляют чувашские художники. Я не побоюсь этого слова, действительно роскошные произведения. Вне зависимости от политических взглядов, от принадлежности к тому или иному союзу, это не важно. Художник имеет право быть там членом 5 союзов, 6 союзов, может, и пусть 8 союзов. Не важно, если он настоящий художник. А таких настоящих художников у нас очень много. Хотя говорят, что это штучный товар, но я могу 10-2 фамилий назвать. Вот это лицо нашей республики. Федоров Ревель Федорович, Карачарсков Николай Прокофьевич, Немцев Виктор Леонтьевич, Бритвин Виктор Глебович, Агеев, Петров Виталий, Вася Кузьмин, Зотиков, это уже скульпторы пошли,
Мадуров Дмитрий, несмотря на то, что, в общем-то, в принципе, многие с его позициями не соглашаются, но он прекрасный скульптор, он замечательный исследователь, он кандидат наук, и, в общем-то, он до сих пор продолжает заниматься раскопками. Вот. Ездит в экспедиции. Вот. Долгашов, Андреев, армянский художник Григорян. Вот до мозга костей вот он создает такие иногда прекрасные натюрморты с чувашским, с вышивкой чувашской, там, с элементами национального костюма. Вот. Или портрет девушки в национальных одеждах. Действительно, целая плеяда выдающихся художников. Так они же не на пустом месте возникли. Это же система образовывала их. Вот они же начинали, ну, вот точно так же, вот там заканчивали какую-то среднюю школу, потом где-то поступали там, в художественную школу, художественное училище, потом продолжали в академии. Вот. Наши земляки, вот, например, в Питере, Саша Федоров и потрясающий Рыбкин Анатолий Петрович. На самом деле вот, живут вне нашей республики, но они, чуваши, в общем-то, художников действительно много. Целая система воспитания, становления этих художников. Но, к великому сожалению, сейчас государство не готово оплачивать работу преподавателей, которые готовят специалистов духовного пласта. Художников, театралов, музыкантов. Я помню, профессор Тинюкова Галина Григорьевна лет 20 назад, наверное, съездила в Трабзон, в Турцию, приехала оттуда, и вот мы сидели за чашкой чая, вот моя супруга Ирина, музыкант тоже. Вот. Она говорит, ну, елки-палки, ну что такое? Вот они говорят, а вот у них там специалисты в области музыкального искусства. Какие же они специалисты? Они на гармошке 3 аккорда, они на дудки там 3 раза свистнуть, даже на скрипке там 2 раза пильнуть они могут. Но профессионально ни на одном инструменте они не умеют. То есть нет профессионалов. Всего по чуть-чуть, но профессионалов нет. Вот такая система, образовательная система у них в свое время была. А у нас, ведь впереди планеты всей, балет – это русское явление. Вокальное искусство – наше. Музыканты, профессиональные пианисты, скрипачи, виолончелисты – это опять-таки наши. То есть государство тратило громадные деньги, чтобы воспитывались талантливые творческие люди. А сейчас образовательный стандарт. Сейчас образовательный стандарт. Каждому педагогу столько-то студентов и столько-то часов. Это маразм. Такого быть не должно. Потому что формировать творческого человека тут не одних, то есть тут не деньгами меряется. А сейчас труд педагога меряется деньгами. Вот эти часы, которые я должен, там, про стандарты. Раньше педагог, он занимался только педагогической работой. Никакие образовательные ФОСы, вот эти все он не писал, он не сидел, писал. Был институт, который разрабатывал эти программы. По этим программам педагог работал. Все. Сейчас каждый педагог сидит свою программу, пишет. ФОСы. У него 3-4 программы. Первый стандарт, второй, третий, четвертый. Я где-то однажды услышал такую странную вещь. Если вы, говорит, хотите разрушить то или иное систему образования, медицины, неважно. Займите сотрудников бумажной работой. Вот он без конца пусть делает отчеты. Все. Никакой работы, кроме вот этого, уже не будет. Вот это явление мы сейчас наблюдаем. И я очень надеюсь на министра образования Васильева. После Фурсенко, конечно, тяжело. Столько наметелили, ну куда? Куда? Посокращали, объединили 2 факультета, творческие 2 факультета. Художников и музыкантов объединили. На музыкальном факультете было 7 кафедр. 7. У художников 4, 11 кафедр. Сейчас осталось всего 5. Из 20 кафедр, из 18 кафедр осталось 5 кафедр.
Не оставили только молодых педагогов, которые имеют ученую степень. Ну и как минимум звание молодых педагогов. А где традиции? Вот я помню, когда я учился, у нас был профессор Николай Васильевич Овчинников. 100-летнюю выставку мы его будем 12 октября открывать здесь. Это был профессор Овчинников. Но если он уж, коль скоро зашел в аудиторию и взял твою кисть и несколько мазков сделал у тебя на холсте, ты счастливый человек. Тебе повезло. Профессор обратил на тебя внимание. То есть воспитание, формирование твоего внутреннего мироощущения складывалось от соприкосновения вот с этой величиной, вот с этой глыбой. И к педагогу это все было с придыханием. Это правильно, потому что он небожитель. Он небожитель, он спустился к тебе и вот показал, как это делать. Это правильно. Так должно быть. Но пришло время, когда студент приходит, у него iPad, допустим, 5-й iPad, и он одет в одежду от Gucci, он на занятия приезжает на BMW последней модели, а педагог в 10-летнем пиджачке, затертый до дыр воротничок, галстучек, скромно одетый. Педагог, у которого зарплата 20 тысяч, пытается читать лекцию сыну миллиардера. И сын миллиардера на него смотрит не как на учителя. Потому что он от него не ждет получения того, что ему поможет дальше продвижению по тому пути, который он выбрал. Ведь проблема нашего общества еще заключается в том, что, к сожалению, в этом мире появляются дети, которым нечего желать. Отсутствие потенциальных желаний приводит к коллапсу. Это самое страшное, когда желать нечего. Вот есть, когда стремление, есть цель, и ты к ней стремишься, неважно какими тернистыми путями, но ты к ней стремишься, у тебя есть цель. Это здорово. Смысл имеется смысл в твоей жизни. А когда у ребенка все происходит так, он захотел Бентли, пожалуйста, на утро стоит Бентли. Он захотел поехать в Англию поучиться, пожалуйста, все оплачено, все сделано. Желать-то что? Он в институт-то приходит тусить. Ему смысл учиться, что диплом, что ему даст? Лишний миллион? Нет? Корочку? А зачем ему корочку? Чтобы войти в совет директоров, да папа ему так сделает. Вы понимаете, отсутствие потенциальных желаний. Нет целей, отсутствие целей. Я что-то так сильно отвлекся. Но такая категория людей существует. Я помню, вот у меня брат, вот я вспомнил его не безосновательно, потому что он занимается вопросами трансперсональной психологии, психологии измененных ресурсных состояний сознания. Он проводит всевозможные тренинги. Так вот, я однажды приехал к нему на речку Ай под Южным Уралом на тренинг. Тренинг он назывался «Шаманизм, христианство, путешествие в загробный мир». Вот. Все, шикарное место, очень уютное, красивое, живописное место, тихое по-своему. И вот туда привезли дядечку из Новосибирска. Я говорю, привезли, на самом деле привезли. Его привезли в бронированном джипе в сопровождении таких вот накачанных, мускулистых ребят. Я уж не знаю, сколько у него денег, но он очень богатый дядька. Очень богатый дядька. И вот его привезли, он всех прогнал, сказал, так, все, уехали домой, я вас не вижу. И он с нами жил неделю в палатках. Мы, конечно, его побаивались, потому что... Вот. А на самом-то деле абсолютно адекватный человек. И он приехал в поисках того, что он вот в той жизни потерял. В поисках цели. В поисках смысла. Жизнь человеческая конечна, она неожиданно конечна. Вот. Все мы уходим из этого мира. Но что мы туда принесем? Вот вопрос. И вот сумма вот этих энергетических наработок, которые вот мы можем в течение жизни набрать,
оно имеет шанс туда перейти. Ни золото, ни блага, ни машины, ничего туда не переходит. Все плотно-материально остается здесь. Туда переходит немножко другое. Энергетические наработки. Но они должны иметь некий окрас. Вот эти наработки. Там другая шкала, там нет там понятия добра, зла. Они немножко там по-другому. Вот эта шкала градируется. Вот. Вот когда я говорю художник-созидатель, вот это как раз из той градации, из той шкалы. Созидание, сотворение, работа с той энергией, которую тебе Господь с первым вдохом дал в этом мире. Вот если ты растратил эту энергию, у тебя нет шанса там, если ты ее растратил, профукал. Там нет у тебя шанса, тут все, это вот серые миры, ты там будешь очень долго. Вот пришел ни с чем, почти с нулевыми наработками в этот мир, а к концу уходишь просветленным. Вот это да, вот это градация. И дальше. Вот. Но на самом-то деле где-то в среднем 14-15 инкарнаций в этой земной оболочке, а потом мы уходим в другое. То есть у каждого человека, вот, живущего здесь, вот, по крайней мере, вот наше поколение, оно где-то там от 11 до 15 реинкарнаций, то есть перевоплощений. Вот. Сейчас на планету приходят молодые души, так называемые. Вот, мы, те, которые вот, после 10-й реинкарнации, мы живем 7 чакрами. У нас даже иногда нижние не работают. У меня нижние 3 чакры, к сожалению, вот земные очень плохо работали. Я даже приземлиться однажды не смог на тренинге. Там есть так называемое путешествие в подземные миры, тренинг. Я голос сорвал, но не смог туда войти. Ну, не смог и все. То есть нижние чакры у меня не работают, связи с землей нет. Вот. И брата спрашиваю: Володя, почему? Некоторые так раз, пощелкают, и все. Такие вещи рассказывают, ну, приговор там в конце тренинга. Вот, а я все, оборался, голос сорвал, ну ни в какую щелку туда я не смог пройти. Он надо мной, конечно, посмеялся, говорит: ну что ж ты хочешь. Вот. Сейчас в этот мир пришли молодые души, которые работают нижними чакрами, 3 нижними чакрами. Они очень успешные. А у них конкретно абсолютно цели. Абсолютно конкретно они их ставят, они их достигают. Но это молодые души, у которых развито до пупка. Материальный успех, физическое благополучие, ну и окружение себя себе подобными. Они очень успешны. Таких очень много сейчас. Вот. И мы сейчас вот живем в как раз вот такую переломную эпоху, когда как бы мы им отдаем бразды правления. То есть они начинают нами управлять. И вот повышение пенсионного возраста – это из этой области. Им на это начхать. Им не интересно. Это не про них. У них уже все есть. И деньги есть, и власть есть, все есть. Потому что они выйдут не в 60, а в 65. Что изменится? 5 лет еще поработают. Им все равно. У них нет такого понятия. Они живут другими категориями. Так что, когда мы начинаем говорить о вещах, которые мы, по сути, принять внутренне не можем, а к этим проблемам пытаемся с позиции земной жизни подойти, ответа нет. Нет и не будет ответа. Потому что мы, когда эти вопросы задаем, мы взываем к социальной справедливости. В нашем обществе, в котором мы живем, ее быть не может. Увы. Потому что нам сказали, каждый должен заботиться о своем благосостоянии сам. А наше поколение привыкло, что за нас решают. Мы другой формации.
Мы привыкли. Мы, когда пришли в этот мир, нам уже был уготован рецепт счастья. Учись хорошо, будешь октябренком. По социалистическим меркам мы уже должны жить в развитом коммунизме. И чуть ли не в раю. Этого нет. И не будет. Ну, все в этом мире иллюзия. Искусство – это величайшая иллюзия. Просто величайшая, потрясающая иллюзия. А я когда студентам на лекциях, я веду предмет цветоведения, вот этот субъективный процесс восприятия цвета, в пределах 760 и 380 нанометров мы видим спектр. То есть Господь нам определил границу дозволенного. Все, что вне пределов, мы воспринимаем телесно, энергетически, но мы его не видим. Это незримо для нас. То есть мы когда с вами говорили о квантовой механике, о 7D, то, что японцы, они сейчас даже, кстати, в интернете, в Ютубе это есть, вы затронули очень интересный момент. А что, если 77D? Боюсь, что 77D для человека это запредельно. Господь просто шлагбаум снимет и лишит его разума. Это страшно. Ведь мы говорим, ведуны, знахари, это счастливые люди. Они несчастные люди. Они несчастны, потому что они видят все. Они смотрят на человека и видят его болячки. Они смотрят на человека и видят целую плеяду сущностей, плазмоидов, которые вокруг него обитают. Это наказание, это очень серьезно. И когда мы говорим, что мы счастливы потому, что нам дано 5 органов восприятия мира, то есть контакты с плотным материальным миром. Обоняние, слух, зрение и так далее. 5. Все. И они имеют свои пределы. Все, что находится за этими пределами, это такие чудовища, которых мы не видим. И это наше счастье. И мы должны осознать, что мы счастливые люди априори. Мы чувствуем вкус еды. Мы ароматы чувствуем. Мы чувствуем тепло другого человека. Вот есть такая фраза, она глупо звучит, может. Как приятно с этим человеком находиться рядом и просто молчать. Как это находиться рядом и просто молчать? Просто быть и чувствовать его энергию. Тепло его души. Вообще, то, что мы уже пришли в этот мир, это же шансы из миллиона прийти в этот мир. А ведь сколько душ хотят прийти в этот мир, вселиться в тело. А нам повезло, нам гигантская удача. Мы воплотились в этот мир. И мы имеем возможность соприкасаться с этим плотным миром, вкус еды ощутить, пение птиц услышать. Там, где вечность, там этого нет. Там другое все. Там все другое, в других параметрах. А здесь все это присутствует. Тогда мы туда уйдем, желания останутся, а возможности уже не будет. И мы будем пытаться через своих детей, родственников соприкасаться с этим миром. И мы будем... это уже другой разговор. На самом-то деле гигантская пропасть между художником, настоящим творцом, и результатом его творений, продуктом. То есть гениальный художник, он абсолютно далек от успешного менеджера. Есть такие примеры. Никос Сафронов. Он благополучный в плане бизнеса. Я не думаю, что он спит очень спокойно, и ему тяжело. Тяжело в том плане, что... может, ему наплевать на то, что говорят другие художники, талантливые, гениальные художники, что про него говорят. Он может просто сказать, завидуют. Наверное, завидуют. Потому что, как правило, гениальные художники, они продавать свои картины не умеют. Когда им задают вопрос, сколько стоит твоя картина, они первые скажут, не знаю я. Он искренне это говорит, он не знает. Потому что он на эту картину потратил свою жизнь. Как он может оценить свою жизнь? В рублях?
вечность в его картине. И этот короткий миг, там, допустим, 50-60 лет, который он впрессовал эту картину, как он может в рублях это оценить? И вообще это в рублях не меряется. И вообще художник создал эту картину, создает все. Он ее создал. И у картины своя жизнь. Он ее родил. Все. Она может стоить миллион, она может не стоить ни рубля. Это критерий оценки абсолютно абсурдный. И то, что продают через аукционные дома картины, ну, кто платит деньги? Кто хочет вложить свободные деньги? Кто за них платит? Я не думаю, что все картины, которые приобретены через аукционные дома, они висят в интерьере дома. Многие картины просто в сейфе находятся. И на эту картину имеет возможность смотреть только обладатель этой картины. Все, они в темнице, эти картины. Эти картины, по большому счету, несчастные, хотя за них заплатили огромное количество денег. Что есть деньги? Эквивалент энергии. Как художник может оценить свою картину? Он продает свою жизнь, свою энергию продает. И для создания любого, неважно, эти вот картины, он потратил всю свою жизнь. И энергию, которую вот этот фрагмент написания этой картины, он туда втоптал. Это очень сложный вопрос. Очень сложный, потому что художник ведь создает не потому, что он хочет ее продать, эту картину. Хотя и так тоже бывает. И это, оно не может быть осуждено, потому что художник хочет кушать, это банально. Он должен купить деньги на приобретение холстов, кистей, красок. Деньги нужны ему, чтобы иметь возможность творить. Вот. Для художника писать это как дышать. Художник понимает всю меру ответственности, которую он несет в течение жизни. Господь наделил его неким, пусть, талантом, это громко сказано, способностью через я не смогу объяснить, как создается произведение. Картину пишет не художник вот в телесном. Художник, когда пишет, он неосознанно задерживает дыхание. Художник, когда пишет, почти не дышит. Там измененка абсолютно происходит. Через него пишут. То есть это странно звучит, но так есть. Так есть. Потому что написание картины это не просто рукомесло, не просто создание, месить краску. Это энергия. Там бывает так, что идешь по выставке, видишь, намазано что-то такое, но так тебя тянет к этой работе. Что тянет? Краска? Нет. Тянет энергия, тянет канал, который в этой картине есть. Вот. Люди сведущие, они это чувствуют. И они на выставке могут пройти мимо красивых, на наш взгляд обывателя картин, и подойти к какому-то там портретику, такому студенческому портретику. Вот как художнику уметь, как быть художнику востребованным? За рубежом искусство, ведь когда я был студентом, нам говорили, куда вы лезете? Это же очень дорогое удовольствие. Куда вы лезете? Тогда цирюльевым стоил 5 рублей 70 копеек. Да, действительно, это было очень дорого. Мы тогда шли, потому что 120 рублей зарплата была, можно было их купить, по сути. Сейчас тюбик краски стоит там в московских салонах 1200. Цирюльем стоит 1200, вообще 6000 один тюбик краски. Вот. Дорого, да, дорого. Но художник, если он продает там свою картину за 300, 400, 500 тысяч рублей, да, он может себе позволить. Но уровень цен в Чебоксарах, если картину ты сможешь продать там за 10 тысяч, это очень хорошо. А если за 100 тысяч ты вообще можешь себя обеспечить материалами на полгода. Вот. Существует проблема отсутствия связи между потребителем и художником. Это
вот за рубежом целая профессия. Это менеджеры, арт-менеджеры, вот, которые договариваются с художниками. Но, к сожалению, там тоже есть такая опасность, что художник, подписав договор, ну вот он, как его, Даджиев, калмык, он художник, потрясающий художник. Но он подписал договор с одним человеком, и все картины, которые он создает, они уже сразу априори принадлежат вот и этому человеку. Тоже эксплуатация, я считаю, нехорошо так. Но, с другой стороны, он не думает о том, где ему взять денег. То есть ему хватает на краски, на кисти, на безбедную жизнь. Вот. Не знаю, я лучше не буду подписывать этот договор, но буду свободен в своих действиях. Потому что иногда бывает, что я написал картину, она мне не нравится. Мне хочется выкинуть. Я ее выкидываю. Или порвать хвост, или там сломать картон. Бывает такое. И мы это себе позволяем, художники. Ну, не нравится мне. Вот. А у него этого права нет, потому что все, что он создает, ему уже не принадлежит. Ну как же так? Ты же свою энергию вкладываешь, это твое. А если за него уже тебе проплатили на десятки лет вперед, это путь в никуда. Художник должен быть свободным. Свобода выбора, свобода проявления. Ну, и вообще вот мы очень неправильно понимаем человека. И вообще вот есть такая очень интересная женщина, нейролингвист, Черниговская Татьяна Владимировна, она говорит интересную вещь. Есть, кто кому хозяин? Вы своему мозгу или мозг вам? Оказывается, секунд за 15 мозг уже решил, что ты будешь делать. Вот я коснулся телефона, мозг мой уже решил за 15 минут до вот этого действия, что я это сделаю. Откуда это приходит информация? В йоге, во всех тренинговых практиках есть такое высказывание: освобождение от мыслей, от потока мыслей. Как это можно освободиться от мыслей? То есть ощутить абсолютную пустоту. Только лишь тогда ты можешь ощутить связь с источником. То есть речь идет о том, что есть некий источник, который направляет через наш головной мозг некие посылы, импульсы. А мы только вот... Ну, это одна из теорий. Ее интересно рассматривать, но страшно. Страшно, потому что ты понимаешь, что твое тело, оно только тело. Вот, и ты неволен. У тебя нет свободы. Вот. Там гигантская такая страшная мысль, что ты не свободен в своих действиях. Тобой управляют. За тобой наблюдают. Когда вы тоже сказали, что протон может вести себя как частица и как волна. В зависимости от присутствия наблюдателя. Да, это эксперимент. Электронная пушка направляла. И вот они проходили в щель, когда за ним наблюдали. Вот. А когда нет наблюдателей, они рассеялись, волна. То же самое происходит с человеком. Ну, если так образно, грубо говорить, мы проснулись, мы частица. В этом теле мы путешествуем, легли, волна пошла. Вот эти все неосознанные сновидения, осознанные сновидения, все это из этой области. Потому что все сенсоры все отдыхают, но мы, тем не менее, видим, ощущаем запахи, бываем где-то. Вот. То есть мы о себе почти, по сути, ничего и не знаем. Как выясняется сейчас, тем больше мы узнаем о человеческом организме и его устройстве, тем больше пропасть в понимании нас как созданий Божьих. Вот. Потому что я в Ютубе раз 7, наверное, пересмотрел фильм о становлении человека. Откуда что появляется и как. Ну, это такой небольшой, там, минут, наверное, 7 ролик. Начиная от сперматозоида, как вот человек появляется. Вот. Это просто удивительно. Если бы вот это все не было под контролем, если бы за всем этим не было наблюдателя, я этого не представляю. За всем этим есть наблюдатель и контролер. Потому что даже клетка ДНК, как она развивается, как все это складывается, это же сложнейшее явление, это сложнейший механизм. Кто-то этим руководит. И есть то, что имеет вот это мощнейшее начало, которое контролирует все и вся.
Вот мы говорим о свободе выбора. Господь нам дал свободу выбора. И вот у художника есть свобода выбора. И мы выбираем творчество. И говорим, что любите искусство в себе, а не себя искусство. Не себя в искусстве. Эта фраза по-другому звучит так. Не ищите рубль в своей картине. Ищите потенциальную возможность внутри себя творить. Если так вот просто об этом говорить. Вот. Не важен результат, важен сам процесс. Вот когда ты задерживаешь дыхание, начинаешь творить, и ты понимаешь, что твоей кистью кто-то водит. Ты когда ты пишешь, просто кисть пляшет в руках. Это вот удивительный процесс. Вот в это состояние, когда я брату задал вопрос, вот он на Троицу обычно в деревню приезжает, на могилу родителей мы собираемся, это так принято у нас у чувашей. Я, нет, я говорю, Володя, брат мой любимый, ты сейчас столько новых у тебя наработок, столько новых тренингов, научи, давай мы с тобой подышим, холотропное дыхание или там какие-то шаманистические путешествия. Вот там, затянувшись с цигаркой, Кидос, не заморачивайся. Ты понимаешь, ты счастливый человек априори. Ты в то состояние, в которое люди платят громадные деньги, чтобы войти, ты входишь вот так вот, встал к холсту и пишешь пейзаж. Ты уже там. А люди приезжают ко мне на тренинг, платят огромные деньги, чтобы пытаться войти в это состояние. Другой вопрос – презентация этого состояния, то есть насколько осознанно это происходит. Люди, которые платят деньги и пытаются в это состояние войти, у них нет осознания. И у меня тоже нет осознания, что я счастливый. Это я пишу, это особое состояние сознания. Это абсолютно особое состояние. Но мы туда входим вот так вот, потому что нам Господь позволил. Художники – это вообще особые люди, это дети. Это дети, иногда, извините, сукины дети, но это дети. Вот, в хорошем смысле этого слова. Потому что, убив в себе ребенка, ты становишься дельцом. Ты становишься преуспевающим, да, у тебя появляются деньги, возможно, власть, материальные блага, но ты убиваешь в себе ребенка. Наивного, глупого, шалуна, который позволяет себе глупости, абсолютно нелогичные, алогичные поступки, которые не вкладываются в разумные какие-то понятия. Мы же так вот нацелены на успех. Надо делать это. Утром проснулись, зубки почистили, побрились, пошли туда. То есть все как-то все в пределах вот разумных каких-то вот потенций. А тут раз ребенок решил пошалить, а то вот я вот сделаю вот так вот. И в каждом человеке есть внутренний ребенок. Кто-то его сразу вот, лет 10 уже запирает за решетку, все, его и не пускает. Кто-то под старостью даже остается тут. На самом деле, вот смотришь, меня потрясают глаза пожилых людей в деревне. Они меня просто потрясают. Вот когда смотришь в эти глаза, понимаешь, вот она там мудрость. Им там 80-90, они не боятся смерти. Может, они ее даже ждут. Потому что для них смерть это избавление от болящего тела. Тело, когда начинает к старости, оно страдания приносит. Они хотят уже избавления от этого тела. И вот у них страха смерти нет. Есть осознание, что это переход, другое качество. И вот когда смотришь вот эти прозрачные глаза, они прозрачнее становятся. Прозрачные не в смысле отсутствия цвета, но редко какой человек откроет тебе взгляд. У всех пелена защитная. Вот, проникнуть во взгляд другого человека очень сложно, потому что мы утром встали, пока еще глаза открыли, мы еще в естестве побрились, помылись, пошли, все, мы зашорились, закрылись. Потому что абсолютно мы беззащитные, это есть некая такая защита, она тоже связана с глазами. А у этих бабушек и дедушек, у них этой защиты нет, у них отсутствие страха полностью, и они искренние, и у них вот этот внутренний ребенок, он живой. Вот. Видеть вот эти глаза, это и ответственность, и счастье, и иногда состояние до слез. Просто понимаешь, что вот то, чем мы занимаемся, что-то как-то людей обижаем, мимо проходим, мы настолько ущербны, и вот мы не осознаем своей ущербности, а вот эти люди, они понимают.
Вот мера ответственности в жизни у них она особая. Вот люди военных лет это особые люди. Их все меньше и меньше. У меня матушка еще в свое время говорила, вот живем в раю. В раю живем, лишь бы не было войны. Все хорошо. Хотя работала за труда. Все хорошо, все в благости. И все делалось искренне, от души. Все познается в сравнении, абсолютно все. И ныть, что вот плохо, пенсионная реформа, маленькая зарплата. На самом-то деле все ведь познается в сравнении. Когда мы идем, допустим, я приезжаю к себе на родину, идем в деревенскую баню. И мы от души после парилки поливаемся чистейшей питьевой водой. Ведра 3 на себя выливаем. А если подумать, что эти 3 ведра питьевой чистейшей воды, это недельный запас жителей какой-то африканской деревни. Они лишены этой возможности. А мы обливаемся. Какие мы счастливые люди. Но мы же этого не осознаем. Иметь возможность дышать и от этого ловить кайф. Люди начинают понимать только, когда у них эта возможность уходит. Там где-то заболевают, тяжело дышать, астма. Вот тогда да. Какое же счастье иметь возможность просто дышать. Ну, мы же не думаем об этом. Мы просто дышим. Когда мы пьем воду, которая, кстати, литр воды уже литр бензина, они по цене одинаковые. Мы же не задумываемся о том, что вот мы спокойно, у нас есть доступ к питьевой воде. А какое количество людей лишены этой возможности? И мы сейчас понимаем, что эта проблема более и более глобальной становится, потому что, выкачивая нефть из земли, питьевая вода уходит туда. Пустот в земле почти нет. Выкачал, такое же количество воды уходит туда, в резервуар. И она становится непригодной для питья, питьевая вода, потому что там мертвая микрофлора будет. Ну, пока мы же говорим, у нас есть Байкал, у нас есть Волга. Но ресурс тоже ограничен. Хотя самой воды на планете громадное количество, но пригодной для питья очень ограниченные запасы. Но мы же пьем, мы же обливаемся, мы умываемся, идем в душ. И это только сейчас ведь мы начали ставить счетчики. А за рубежом это давно присутствует. То есть, другими словами, все познается в сравнении. Если мы проснулись утром в своем доме, поставили чайник с чистой питьевой водой, открыли холодильник, намазали бутерброд, положили туда кусок вареной колбасы и позавтракали, и пошли на работу, мы относимся к 8% населения нашей планеты, к богатым людям. 8% населения нашей Земли. А мы говорим, плохо живем. Так что мы живем, как моя говорила матушка, мы живем в раю. Мы живем в шикарных условиях. У нас нет ни землетрясений, у нас нет ни торнадо, ни наводнений таких. У нас Россия вообще это пуп земли, по большому счету. Господь держит ладошку над Россией. Никакая бы другая страна в мире не выдержала бы вот таких катаклизмов. Революция, ну ладно, потом там коллективизация и так далее. Великая Отечественная